Алмаз Саулдич, вы выступите, да? Пожалуйста, тогда к трибуне. Уважаемые судьи, мы, представители Доора Кеңеша, изучив ходатайство Карабаева, считаем, что приведенные в нем доводы являются необоснованными и требования обращающейся стороны не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. Довод о противоречии частей 3-4 статьи 487, части 2 статьи 16 Конституции, части 3 статьи 31 и частям 1-2 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики, это является, по нашему мнению, необоснованным, поскольку части 3-4 статьи 487 предусматривают условия и ограничения, при наличии которых может быть заключено соглашение, процессуальное соглашение о признании вины. В данном случае мы считаем, что не нарушается право потерпевшего, так как частью 5 статьи 487 предусмотрено, что заключение соглашений о признании вины не является основанием для освобождения подозреваемого, обвиняемого от выплаты ущерба потерпевшему. В данном случае мы считаем, что в любом случае человек, заключивший соглашение о признании вины, во-первых, он не избегает уголовной ответственности, да, он получает какое-то облегчение, и также он обязан выплатить ущерб. Сегодня приводился нашими оппонентами пример, что да, он, говорит, формально может признать ущерб и потом его не платить. Да? Ну, давайте возьмем тогда другую ситуацию. Без заключения о признании вины этот же обвиняемый также может не платить этот ущерб. То есть здесь нельзя от этой, скажем, позиции исходить, потому что возмещение ущерба — это другой институт, есть свои механизмы. Поэтому в данном случае мы не считаем, что нарушаются права потерпевшего. В данном случае еще мы хотели отметить, что потерпевший, да, он имеет право ходатайствовать, имеет право, обладает полным пакетом прав, но в данном случае он не участвует в определении наказания. Да? Прокурор может просить суд, но суд в пределах санкций статьи назначает наказание. И в данном случае, когда заключается соглашение о признании вины, речь не идет о том, что им можно назначить общественные работы, можно назначить что угодно. Нет. Здесь законодатель четко предусмотрел, если, например, человек идет на признание вины, и если есть альтернативные виды наказания, то назначается в пределах этой санкции самое низкое наказание. Если нет альтернативных видов, то на одну категорию ниже. Вот пример нашего оппонента. Групповое изнасилование, говорит, они пошли на признание вины и говорят, мы все равно не сядем. Групповое изнасилование наказывается лишением свободы 4-й категории. При признании вины они получают только 3-й категории, и обязательно они понесут наказание, которое предусмотрено. То есть на одну категорию ниже. И то данные мнения должны рассматривать с точки зрения, насколько это государство в лице прокурора, следственного судьи, это признание вины им нужно. То есть, когда законодатель, скажем, создавал этот институт, я думаю, что в данном случае подразумевалось, что есть категория дел, когда есть, скажем, вопросы, проблемы с доказыванием. Есть вопросы, связанные, которые, скажем, что человек может действительно, скажем, нарушения какие-то были допущены при собирании доказательств, и тогда только заключается. Но это не обязанность прокурора, не обязанность следственного судьи каждый раз при любом заявлении ходатайства о признании вины, что государство в лице прокурора, следственного судьи обязано сразу согласиться. По данному делу, например, изнасилование группы лиц, они были задержаны на месте преступления, или есть биология, химия, есть видеоматериал, есть показания потерпевшей. Смысл заключать за эту сделку прокурору? Потому что он может, имеется в виду, в данном случае отклонить это ходатайство и сказать, вы понесете полное наказание. То есть в данном контексте мы не можем говорить о том, что каждый раз, каждое ходатайство о признании вины подлежит удовлетворению. И в части потерпевших тоже, что да, соглашение, которое заключено было, не может быть оспорено по вопросам неисследованности, но она не может быть обжалована по вопросам неисследованности. Но если потерпевший посчитает, что подсудимый, осужденный
слишком легко отделался, он имеет право обжаловать этот судебный приговор в вышестоящую инстанцию и мотивировать, например, привести доводы в связи с тем, что это слишком мягкое наказание. Говоря о, скажем так, о правах несовершеннолетних, да, мы в своем возражении писали, что именно несовершеннолетние являются особым субъектом, и с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса законодатель заложил, что именно процессуальное соглашение о признании вины, соглашение о сотрудничестве не может быть заключено с несовершеннолетним по причине, в силу его возраста, да, что он, данное лицо в силу своего, скажем, именно речь идет от 14 до 18 лет, этот период возраста, что данное лицо все-таки из-за того, что он является особым субъектом, на него может быть оказано давление, он не в полной мере может отдавать отчет о правовых последствиях, скажем, этой сделки. В данном случае несовершеннолетнего легче принудить к признанию вины, скажем, чтобы он, на него может оказаться давление. Да, как бы допустимо, чтобы это возможно было с участием законного представителя, родителей, адвокатов, но все равно в данном случае законодатель не пошел на этот путь по причине того, что его возрастных каких-то, скажем, в силу возраста, развития, опыта, который может. И поэтому в данном случае законодатель именно ставит, что эта сделка не может быть заключена, скажем так, с несовершеннолетним. Также мы считаем, что порядок рассмотрения ходатайства о заключении соглашения о признании вины не может дискриминировать субъектов в части того, что несовершеннолетние все-таки должны проходить по особому порядку. Сегодня также приводились примеры, да, что здесь единственное чуть-чуть пошли эмоции в части того, что когда почему нельзя заключать соглашение о сотрудничестве с несовершеннолетним. Во-первых, категории преступлений. Это особо тяжкие преступления, связанные международные преступности, коррупцией, торговлей наркотиков, и именно вопросы, связанные, скажем, преступления против мира, то есть против торговли людьми. И это все, как правило, участниками являются взрослые люди. И довод о том, что несовершеннолетний, у которого, возможно, нашли наркотики, он будет торговаться, нет, он в принципе у суда есть все возможности назначить, например, даже при незаключении, скажем, сделки, назначить, если человек идет сотрудничать со следствием, помогает раскрытию преступления, назначить наказание, скажем, да, минимальное наказание. И с учетом того, что он является несовершеннолетним, то есть он может получить те же, скажем, условия, при которых он бы заключил бы, теоретически заключил бы сделку с правосудием. О том, что соглашение о признании вины также сохраняет тот принцип неотвратимости наказания. В любом случае лицо несет ответственность, получает наказание, да, но он никогда не избегает из этой ответственности, скажем так. Поэтому в данном случае мы считаем, что данное соглашение о признании вины, соглашение о сотрудничестве ни в коем случае не нарушает ни права потерпевшего, ни права несовершеннолетних. Я готов ответить на вопрос. Спасибо.